волонтеров-медиков являются их структурным подразделением. И в школьный отряд могут входить группы лиц, единомышленников, которые в дальнейшем, возможно, видят себя в медицине. Школьники, которые сформировались, там более 3 человек, они могут запустить, зарегистрировать свой школьный отряд и спокойно вести вот эту всю деятельность на школьном уровне. Вот вы сегодня тоже затрагивали тему, что именно школьных штабов здоровья нет, потому что они входят как раз-таки вот в школьные отряды волонтеров-медиков. У них очень много таких профилактических мероприятий, очень много таких интерактивных, досуговых мероприятий. И в рамках программы для школьников у нас есть отдельная подпрограмма, которая называется «Профориентация школьников в медицину». Я вам проговаривала, что вот мы даем возможность нашим ребятам примерить профессию. То есть мы все время для них организовываем экскурсии, медицинские организации, в музее там, медицины катастроф или там приводим их в скорую помощь, то есть они знакомятся с каждым там медработником, вообще там функционалом их, смотрят, как вообще обустроена территория. Конечно, большой интерес у ребят на управленческие должности, да, то есть они хотят понимать, как можно стать главврачом, вот эта иерархия им интересна, вот этот лифт им социальный очень интересен, карьерный рост. И вот это все они благодаря вот профориентации школьников медицины понимают. И мы очень много вот в последнее время еще акцентируем внимание их на медицину будущего совместно с первым медицинским вузом Сеченевским. Мы, получается, организовываем им вот эту тематическую площадку. Их все время вот встречаем с педагогами данного факультета медицины будущего и им даем возможность еще понимания IT-программирования в сфере здравоохранения. Еще регионы чуть-чуть далеки от этой тематики, да, но в Москве нам попроще это все реализовывать. И вот у школьных отрядов, получается, есть огромная возможность подготовить себя перед поступлением в СУЗы, в вузы. То есть они уже приходят, если выбирают профиль медицинский, уже готовые студенты-медики, уже знающие вообще их дальнейший путь. То есть нет такого, что они пришли и такие стрессуют, не понимают, что их ждет. Они уже готовы. То есть они даже уже, если пришли в 6 классе, в 8, они уже готовы поступать, по большому счету. И это здорово. Мы даем тут не только возможность саморазвития и реализации ребенка, да, мы еще, получается, помогаем таким образом их родителям, их педагогам очень быстро определиться с профессией. Да, есть такое, что отваливается часть ребят, которые вот приходят там, например, на экскурсию, да, и понимают, так, это, наверное, не то, чем я хотел заниматься. Но важно, что они это осознают заранее, а не по факту, знаете, когда уже столкнулись с этой ситуацией. И у них есть еще такая возможность, которых у других, например, школьников, которые не входят в школьные отряды волонтеров-медиков, есть, они напрямую взаимодействуют с медицинскими работниками, напрямую. То есть вот нет того, что у них какое-то табу, они могут все время на встречах с врачами задавать любые вопросы, там, удобные, неудобные, то, что их волнует, то, что волнует вообще общество. И вот таким образом у них вот это формируется взгляд на будущую их профессию. И вот школьные отряды — это вот прям необходимый ресурс на самом деле, особенно для муниципальных образований, потому что муниципалитет и отдаленные там районы сталкиваются с чем? Оттоком населения, и зачастую медицинские вузы конкретно, они же находятся в столице региона или уже в другом регионе. И тут важно ребят подготовить еще к взрослой жизни, получается. Но пока они у вас на месте, в районе, это вот те ребята, на которых можно опираться. У нас есть вообще среди школьных отрядов, да, там ребят, выходцы, которым всего лишь 16 лет, но они супер могут оказывать первую помощь, супер могут помогать в медицинских организациях, то есть они очень сильно продвинуты даже, чем, там, грубо говоря, некоторые ординаторы. Вот я имею в виду именно у нас в волонтерах-медиках. И вот мы им даем эту всю возможность. Вот сейчас буквально на вот эту 8-ю смену в Артек у нас поехали 15
лучших представителей школьных отрядов волонтеров-медиков. Вот мы их отбираем, такую мотивацию тоже им предоставляем. Там, например, на большую перемену у нас есть, вы, наверное, знаете, есть такой всероссийский конкурс «Большая перемена», где ребята, школьники, могут стать миллионерами. То есть они там со своими идеями, вызовами выступают, их экспертная комиссия отсматривает, они там отстаивают свою позицию, и потом они там выигрывают миллионы на реализацию этих идей, они становятся там какими-то крутыми ребятами в школах, приходят там уроки, их проводят вот эти добрые. И у нас есть там свой вызов, именно в большой перемене, называется «Будь здоров». И вот 12 июня закончилась возможность регистрации на этот конкурс, и вот наши ребята также туда подаются. У нас очень много ребят, победителей прошлого конкурса, вот, и они все время приезжают в Москву, все время прокачивают их, Сириус забирают. То есть у них есть большие возможности в рамках вот школьных отрядов. Главное, важно понять и направить их в нужное русло. И давать им возможность самостоятельно организовывать мероприятия. А вот кейсы там, подготовленные там материалы для мероприятий, они все есть в личном кабинете, который я вчера вам демонстрировала, да, на сайте «Волонтеры-медики». У них есть отдельный вход. То есть вообще система регистрации школьных отрядов происходит таким образом. Они заходят на сайт, находят там вкладку «Программа для школьников», и там регистрируют свой школьный отряд. Ну и, грубо говоря, вот я там, я не знаю, там, Саша, мне 12 лет, и я собрала там 2 своих подружек, мы с одного класса и хотим стать школьным отрядом. Мы зашли, зарегистрировались, и тут важно, конечно же, чтобы педагог тоже принимал участие, знаете, как курирующий человек, чтобы хотя бы как-то вел ребят. А так с ними ведется полная работа, получается, регионального координатора направления, ведется вот эта коммуникация, вот Женя как раз там, он с ними там и взаимодействует, и все на свете. И дальше они уже такие автономные ребята, которые внутри своей школы, вот они 8 класс, для первоклашек они проводят мероприятия, до второклашек, то есть таким вот образом они еще там оттачивают всякие разные свои возможности и, там, я не знаю, и навыки. Это очень важно, вот этот момент проследить и дать эту возможность им. И мы еще сталкиваемся с такой ситуацией, что, например, люди делают один общий отряд в школе, и все. И вот туда людей добавляют. Этот отряд уже из 50 человек, но он у них в школе один. Лучше сделать маленькие, пусть они будут больше, так будет эффективней. Потому что когда их уже становится больше, в какой-то момент их перестают вообще как-то отслеживать, и тут начинается демотивация, потому что у старичков больше внимания, у новичков меньше внимания. Лучше пусть они будут меньше, пусть будет там 5 отрядов, там, грубо говоря, по 6 человек. И тогда вам будет эффективнее, вы даже можете какие-то конкурсы между ними проводить. И вот это тоже такая будет для них мотивация. Но самое главное, это, конечно же, давать им возможность выхода за пределы своего региона. Не только там муниципалитета, а региона. Вот мы для школьников буквально недавно проводили большой такой чемпионат по интеллектуальным играм «Что, где, когда» совместно с Алексеем Блиновым, который на Первом канале ведет данную игру. И вот школьники, они были намного ответственнее, чем их педагоги. То есть они вот формировали команды, выходили. Наша задача была сформировать команды из регионов. У Алексея Блинова была задача провести эту игру. Но мы еще и модерировали эту площадку. И вот таким вот образом у нас Московская область, вот ребята там, 8-классники, стали лучшими интеллектуалами, выиграли вот этот кубок. И сейчас, получается, уже с сентября мы запустим такую вторую волну этих игр, тоже будет возможность у ваших школьных отрядов там принять участие. Только нужно будет о себе заявить. Женя вам об этом сообщит, когда мы объявим возможность регистрации. И у данного вообще направления, у школьных отрядов еще есть возможность принимать участие в конкурсе инициатив школьных отрядов. То есть мы принимаем их проекты и даем возможность этот проект реализовать на всероссийском уровне. Вообще смысл какой? Вот опять же, опираясь на опыт прошлого года, прошлых победителей, вот город Москва, школа там у нас стала победителем, у них был проект, называется «Девятка».
Вот мы его включили в дорожную карту вообще направления, и по этому проекту у нас не только вот московская школа занимается, которая, да, вот выиграла, а все школьные отряды у нас проводят по их тематикам мероприятия. А девятка проект называется, потому что у них на каждый месяц тема для школы, для школьников предоставлена, и там проходят тематические такие мероприятия. Где-то интеллектуальные игры, где-то там спортивные игры, где-то там творческое там направление и так далее. Мы совместно, получается, с автором проекта каждый месяц разрабатываем сценарий, направляем регионы, чтобы они могли тематические мероприятия проводить. А вот победителям мы направили очень такой большой пакет подарков, потому что они действительно заслужили. Проект действительно был самым лучшим. Вот я была тоже в экспертной комиссии, и там было очень много проектов, но этот прям очень сильно зашел. Поэтому вот уже скоро мы объявим конкурс. Тоже, если у вас есть проекты, которые вы готовы, которые вы сейчас реализуете у себя в школах, и дальше реализовывать уже так масштабно, тиражировать другие регионы, то, пожалуйста, смело подавайте заявки, не недооценивайте свои проекты. Там у нас есть экспертная комиссия, мы уже там определимся. То есть возможности есть у ребят. Вот важно, чтобы вот координаторы за них взялись и правильно доносили информацию до школьников. Обычно у нас в команде, знаете, направлений очень много волонтеров, школьников, волонтеров-медиков, школьников, но они не входят в школьные отряды. А так можно было бы эту систему вот наладить и структурированно вести как школьные отряды. И тогда бы вы видели отдельные сообщества, внутри сообщества, которые там могут самостоятельно развиваться. Это очень хорошая история. Так, Жень. Спасибо большое, Айшат. У нас сейчас по трансляции есть руководитель с 31-й школы города Якутска Инна Федоровна Шибаева. Инна Федоровна, меня слышно, да? Да, слышно хорошо. Меня слышно? Да, вас очень хорошо слышно. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот. Здравствуйте, здравствуйте все. Здравствуйте, участники, организаторы. Большое спасибо за организацию такого форума. Я педагог 31-й школы, биолог и являюсь руководителем школьного отряда волонтеров-медиков. Он у нас называется «Добрые сердца». Да, хорошо. Я сейчас буду задавать некоторые вопросы. Пожалуйста, попробуйте ответить. Вот, когда был создан школьный отряд в 31-й школе? Вот самый первый выпуск, который... Самый первый отряд у нас был создан в 2018 году. Это тогда вот Алена Ивановна собрала всех руководителей, родителей в здании мединститута и объяснила нам, что вот есть такая возможность создать отряд. И мы с ребятами быстренько создали отряд. И вот 2018 года мы работаем в составе нашего отряда. Чтобы вы понимали, у нас более 10 школьных отрядов по городу Якутску. Это, то есть, получается, более 10 школ. И самые активные вот ребята находятся именно в 31-й школе. Я не знаю почему, я знаю только то, что я окончил эту школу, и Инна Федоровна была моей учительницей по биологии. Вот. Да. Так, и... Я бы хотела сказать вам спасибо большое, что вы работаете во благо вот школьных отрядов в 31-й школе, потому что все те мероприятия, которые мне отправляет Оксана Шевченко, выполняет именно только 31-я школа каждый раз. Я не знаю, почему вот именно другие школы иногда не хотят, либо у них нет времени. Мы все понимаем то, что у школьников очень мало времени иногда, потому что вот школьные отряды в большинстве случаев это 10, 11, либо 8 или 9 классы. Из-за этого у них постоянные консультации, экзамены, может, какие-то итоговые сочинения и так далее. Вот поэтому не всегда у них есть время, но они всегда пытаются что-то сделать. Вот, например, в прошлом году вот инициатива школьников, ведь был конкурс на выделение гранта, да. Вот мы пытались в 31-й школе написать все вместе. Там я звонил Татьяне Ивановне Зориной, учительнице химии. Давайте напишем проект. Вам же нужны новые колбочки и так далее. Вот. Нужны новые микроскопы в школе и так далее. И мы начали писать проект. Как оказалось, там прием заявок уже закончился, когда мы только узнали.
к сожалению. Вот, и мы в этом году, вот, надеюсь, захватить школу города Якутска, хотя бы-то в городе именно, и написать уже проекты, чтобы они выиграли, и ребята зажглись вот идеей писать свои идеи и воплощать их в реальность. Вот. Все, спасибо, Инна Федоровна, большое, что подключились. Я ждала очень вас, и Саргалана Анатольевна, к сожалению, не смогла подключиться, да? Да, Светлана Анатольевна, это наш завуч, она сейчас вот на экзаменах в данное время. Вот, ну, Мгм. наверное, почему мы такие активные? Потому что наша школа очень многочисленная. Да, Она кстати. самая большая школа в республике. У нас очень хорошие дети, у нас очень активные педагоги, и дети, когда заканчивают нашу школу, они не разбегаются, они очень тесно с нами сотрудничают. Вот вы, Женя, тоже пример такой хороший, да? Но еще, наверное, потому что на базе нашей школы у нас медклассы. И, конечно, для того, чтобы случайных людей среди медиков не было, эта профессия очень благородная, очень нужная, поэтому мы стараемся вот активно вовлекать детей и профориентировать их, в том числе и волонтерской деятельностью, показывать, как это все работает в медицинской профессии изнутри, потому что это большое благородство, большая любовь к людям, забота о них. Это основа, мне кажется, профессии медика. Да. Спасибо. Спасибо большое, Инна Федоровна. Вот, Спасибо. очень активные ребята, очень активная школа. Кстати, вот впервые в республике открылся медицинский класс именно на базе 31-й школы, ведь, да? Да, в 2017 году Да, у в нас открылся 2017. первый медицинский класс. Но до этого у нас было такое направление, как Биологохимический. биолого-химические Ага. классы. Да, всегда И было мы такое активно понятие да, сотрудничали. Мгм. БХ-класса, а сейчас уже медицинские классы, то есть получается при СФФУ, да? При СФФУ. Да, у нас ребята занимаются в малой медицинской академии, и у нас вот такое углубление идет в такие Мгм. предметы, как биология, химия, значит, и вот именно волонтерская деятельность. У нас была организована медицинская практика в 2018 году, летом 2019 году мы сотрудничали с РБ-3, и ребята проходили практику. Да, Это в гериатрическом центре, в самой поликлинике и в центре реабилитации. Вот они посмотрели работу изнутри, поработали с карточками, поработали, значит, на помощь вот, значит, пожилым, помогали им там дойти до стойки регистрации, найти карточку и так далее, и так далее. Ну, вот таким вот образом. да, вот. И когда я был в 10 классе, тоже меня отвели вот на практику летнюю. Мы учились в малой медицинской академии, в медицинском институте, то есть у нас были пары по анатомии, по физиологии и так далее. И нас отвели в РБ-2, Республиканская больница номер 2, Центр экстренной медицинской помощи, и меня поставили в отделение колопроктологии. Не самое лучшее отделение, но довольно интересная сама больница. Конечно. И прямо у нас практика длилась 7 дней, по-моему, или меньше, или больше. И меня в первый же день отправили в централизованное стерилизационное отделение сразу же. То есть реанимация, получается, оперблок, и при мне начинали резать ногу одной бабушки. Я был в таком шоке, но я был одновременно очень рад, потому что я всегда хотел посетить операцию. Я никогда не видел, как оперируют людей. Кстати, у этой бабушки, как я позже понял, оказывается, был застой крови, то есть тромбы многочисленные на ноге. То есть бабушка сама по себе была довольно такая большая, увесистая, из-за этого у нее образовались тромбы. И в итоге, оказывается, они вылечили эту бабушку и отпустили домой, а я потом встретил ее в магазине в итоге. Вот. Очень классная, интересная история на самом деле. И вот. И после этого я очень сильно полюбил медицину. Я ненавидел, если честно, делать дезрастворы. Это очень тяжело на самом деле. Это потом таскать эти ведра эмалированные с хлоркой. Это очень тяжело тоже, но ребят это закаливает, и они знают то, что они начинают понимать то, что медицинская профессия это довольно сложная и вообще трудоемкий процесс. И когда ребята были в гериатрии, по-моему, Кузьмин Сергей, это выпускник Инны Федоровны, мне Да, рассказывал то, что Сережа. да, он вообще влюбился в медицину после вот гериатрического центра. Вот это очень помогает.
Записывайте своих детей в 31-ю школу, медицинский класс. Рекламирую свою школу. Вот. Спасибо. Очень классные преподаватели, очень доступно объясняют на самом деле все. А также, ну, я не забываю, конечно, про другие школы. У меня есть 5-я школа, Саха-гимназия, Якутская городская национальная гимназия и Верхневилюйская СОЖ. Это самые активные школы по всей республике, то есть по школьным отрядам. И вот, ну, самый высокий рейтинг был у 31-й школы. Вот. Спасибо большое, очень приятно. Спасибо. Вам тоже спасибо большое. Кстати, я вам направлю вашим школьным, то есть ребятам школьного отряда призы вот, за участие в Хорошо, форуме. спасибо. Они у меня все нынче 21 человек, все 20 зарегистрировались на форуме. Хорошо, Несмотря отлично. на то, что уже разъехались вот по деревням, по селам, по улусам. Вот, но они на форуме. Хорошо, спасибо Я большое. их контролирую. Спасибо. Спасибо, до свидания. До свидания. Похлопаем, давайте. Ну, в принципе, работа школьных отрядов, она очень ценится у нас в республике, потому что ребята очень все любят инициативу, то есть школьное самоуправление, потому что каждый раз учиться и дом, это очень сложно, и ребята очень любят, когда они находятся в каком-то таком движении постоянном, то есть инициатива школьная, какая-то школьное самоуправление. Я тоже все это дело обожал, потом меня поставили в КВН школьный и так далее, потом мы ездили по всем районам и так далее, это очень интересно. Потом, когда я переехал в город, и мне сказали, что есть направление волонтеры-медики, там еще была Евграфова Сардана, в то время региональный координатор. Это было в мае. Она меня добавила в группу, я стал волонтером, мне подарили карточку какую-то, не помню уже, значок подарили. Я волонтер, я кто-то, но я не знаю, кто я, но я уже волонтер. У меня было такое ощущение, такое классное. А потом в сентябре я уже, получается, 11 класс, и Алена пришла ровно. И мне все говорят, там какая-то новая девушка пришла, она наш новый региональный координатор, она делает какое-то непонятное собрание. Ну, до этого Евграфова Сардана не делала собрание, вот чтобы вы понимали. И у нас было первое такое серьезное собрание. Пришла Надежда Валерьевна Савина, да, и вот представила нам Алену Ивановну. И вот после этого начинается наша объемная работа по всей республике, огромные мероприятия, масштабные такие большие события по волонтерам-медикам уже. И очень много связано такого приятного, теплого вот с 2017 года, потому что тогда только открывалось наше направление, вообще вот движение волонтеры-медики в Якутии. Это очень многого стоит на самом деле. Мне бы хотелось поговорить с районами, чтобы вы поговорили в своих школах об открытии школьных отрядов. Очень на вас надеюсь. Я также являюсь заместителем Алены, я вас контролирую каждый раз. Так что я, конечно, сам выйду на школу, я отправлю письма от Минобра и от Министерства здравоохранения, но вам надо вот самим тоже подойти, да, рассказать лекцию о школьных отрядах, потому что школьникам, они всегда рады гостям, по-моему, да? Всегда рада, абсолютно. Где бы я ни был, я всегда говорю, я хочу вот приехать, рассказать лекцию по школьным отрядам. Они всегда зовут, не отказываются. И да, вот учительница математики, вот через несколько недель у них ЕГЭ, говорит, я даже отменю консультацию ради вас. Типа такого вот. Бывали и такие случаи. Вот. Тут на самом деле очень важный вот этот момент презентационный. Если вот вы приходите с горящими глазами и с любовью об этом рассказывать, дети сразу же цепляются. Вот Женя правильно подметил, что дети хотят быть причастны к сообществу. То есть они одни вот, не хотят что-то делать самостоятельно, они хотят вместе с командой это все делать. И у них действительно это очень хорошо получается. Просто важно рассказать им процесс, что есть возможность открытия школьного отряда. Они не всегда как будто запоминают это. Они вроде слышат, но не понимают, что это важно, что вот за этим есть вот это, что вот если сделать такой шаг, то появится вот такой. То есть это все нужно им проговаривать. И есть такая очень хорошая тенденция у нас в регионах, это добрые субботы.
Вот, когда мы приходим там в школу, проводим добрые уроки, в рамках добрых этих уроков и доброй субботы можно проводить вот уроки именно по волонтерству и конкретно медицинское волонтерство затрагивать. Вот если вы так будете выходить, вы увидите, что вы уже, возможно, еще до дома не дойдете, но у вас уже заявки будут поступать. Я вот сама лично тоже такой путь проделывала. Да, письмо — это замечательно. У нас история была с Республикой Дагестан, помнишь, когда они отправили письмо от Министерства образования, и министр их прям визу поставил для каждой школы, чтобы они обязательно открыли школьные отряды, и мы просто чуть не кокнулись, у нас сайт чуть не полетел, потому что у них за час было зарегистрировано 150 школьных отрядов, представляете? Да. У нас в то время, вот это было в сентябре, и у нас семинар совещания по школьным отрядам в городе Москва, и там была Соня Бревус, и такие, там сколько, 98 школьных отрядов было. До завтра добьете, типа 100, она сказала. И Дагестан добьем. Завтра он приходит и говорит: у вас сколько школьных отрядов? 115. И вот, короче, и так каждый день. То есть у них уже более сколько сейчас? Ну, сейчас у них почти 220. Да. Просто как... И вот у них на самом деле вот это тоже замечательно, то есть есть какой-то рычаг воздействия, да, на административный ресурс, но вот у них зарегистрировано 220 школьных отрядов, из них же не все дееспособны, то есть они не все работают, но они активны, они лидируют. Знаете почему? Потому что их координатор школьников, он реально работает с ними, и вот мы как только запускаем какую-то тематику, у нас только из Дагестана поступает более 100 заявок. Понимаете, сразу же на любое мероприятие они максимально оперативно регистрируются. И у них, кстати, хоть они южная часть нашей страны, у них тоже очень много проблем с логистикой, есть сложности, с бюджетом так вообще, у них там и прожиточный минимум маленький, то есть там вообще, ну, как бы есть основные сложности, и несмотря на это, они очень лидируют. И там прям села, аулы, горные поселения, то есть они реально прям активничают, и мы просто в восторге. Мы им отправляем, например, блокноты, ручки, они там такие счастливые за их участие активное, где-то они там побеждают. Но это вот как раз-таки тот регион, который начал пользоваться абсолютно разными рычагами, чтобы открыть школьные отряды. Они ходили все по школам. У них, короче, такая история была. Там ребята открыли региональное отделение при Дагестанском государственном медицинском университете. Я просто к ним ездила, и вот мы с ними общались, и ребята, студенты, они каждый из какого-то района Дагестана. И вот у них перед каникулами было совещание, они каждому дали задачу, что он приходит себе в район и рассказывает. И по идее школьники были готовы к открытию школьных отрядов, просто их тогда из учителей, из педагогического состава никто тогда не поддержал. И когда пришло письмо, все как-то сошлось, звезды сошлись, и вот сейчас у них вот огромное количество школьников, они действительно вот в лидере, вот Женя не даст соврать, они прям везде как эти первые. Вот они, Астрахань, они очень себя позиционируют как вот и лидеры. А в Астрахани вообще там история: школьник вырос до регионального координатора направления. То есть он пришел вообще юным, открыл вот школьный отряд, был командиром этого отряда, а сейчас он является региональным координатором направления, поступил в вуз. То есть это прям портрет, вот мы говорили с вами, портрет волонтера направления. И вот мы, когда, например, какие-то площадки делаем, нам вот лучше, чем каких-то спикеров приглашать, лучше его позвать, потому что у него огромный опыт. Он был уже в разных ролях этого направления. Вот эти моменты тоже нужно учитывать в работе. Но ходить и рассказывать в школу тоже очень важно. Если, например, вы понимаете, что вы в этой школе были, но вы же не со всеми детьми общались, ходите в разные классы. Каждый раз вот эти, например, 45 минут идет урок. Из них попросите 15 минут, 5 минут включите видеоролик и 10 минут пообщайтесь с детьми, и все. И вы будете заряжать их на открытие школьных отрядов. И тем самым вы обеспечите себе огромный пул волонтеров, которые вырастут волонтерами направлений. Это уже, вот знаете, вот эта система, она начинает уже работать сама по себе.
Спасибо большое. Спасибо, что посетили нашу площадку. Если есть вопросы, да, задавайте. Может, у онлайн-участников? Доступ к материалам к местным руководителям? Смотрите, у каждого школьного отряда есть логин и пароль от личного кабинета. Да, и тогда вы можете запрашивать или конкретного координатора направления, или можете Алене. У них есть эта информация, потому что она есть в личном кабинете. У нас там есть сценарный план презентационный, как правильно это сделать. У нас есть видеоролики, которые готовы, то есть их можно тоже скачать. У нас есть памятка по алгоритму создания школьных отрядов. Мы раньше старались максимально в регионы отправлять все в бумажной версии, печатали. Мы сейчас понимаем, что это, во-первых, не рационально, а во-вторых, не во всех регионах это актуально. Они все просят QR-кодом вывести или просто в электронном формате. Вот все мы делаем в дизайне, все готово, а там уже регионы сами ориентируются. Если хотят, печатают, если нет, то в электронном формате. И вот там есть у нас алгоритм, памятка есть про школьный отряд, то есть отдельный. И еще есть у нас там памятка по созданию школьного отряда первой помощи. Ну, в смысле, это входит, а я имею в виду, что отдельное обучение по первой помощи именно для школьников есть. И это все доступно. Если, например, там Алена у себя не находит в личном кабинете или Женя не справляется тоже с этой задачей, они связываются с федеральными координаторами, мы этот пакет документов им направляем, а они уже оперативно рассылают своим. То есть эта система вот так работает. Понятно? Все хорошо. Да, вот. Можете запрашивать абсолютно любую информацию. Когда ко мне обращаются за помощью, я всегда говорю, то есть, когда в моем направлении человек новый появляется, либо мы открываем новый школьный отряд, либо когда знакомились с новый коллега, да, вот так далее. Я говорю, всегда можешь что-то спросить, 24/7 я на связи. Я даже ночью не выключаю телефон, чтобы вы понимали. Потому что если срочный звонок будет, чтобы сразу ответить. Вот. Спасибо большое, что посетили площадку. Надеюсь, эта площадка для вас была очень полезна, и мы с районом сработаемся и откроем школьные отряды. Спасибо. От 7 лет. От 7 лет можно открывать школьный отряд. Да, школьные отряды можно открывать, но волонтерство именно может прийти уже с осознанного. То есть у нас есть ребята, которым 5 лет, и они приходят, и они вместе там, с мамой, сестрой ходят, участвуют, мы их тоже принимаем. Только единственное, вот в школьный отряд они уже в более осознанном возрасте хотят и вступать в ряды, хотят и принимать участие в профориентации школьников именно в медицину, хотят уже даже не с 7, а иногда бывает с 8-10 лет. Вот поэтому мы ставим для себя такой возрастной критерий от 7 лет. Вот, от 7 до 17 включительно. То есть вот это школьные отряды. А волонтером можно стать в любом возрасте, но только, опять же, не всегда 5-летний ребенок понимает, что вообще происходит. Он полезен больше для событийки или для юного добровольчества. И вот многих тоже мы называем там дошколята. Вот у нас есть регион, например, ребята создали отряд ЗОЖ Kids. У них дошкольный отряд ЗОЖ Kids, а у нас в движении такого направления вообще нет. Но они в рамках своего регионального отделения как лучшую практику запустили эту историю, потому что у них аудитория только школьники, у них нет ни студентов, ни такой средней части населения, таких как молодые там, работающие люди, у них очень мало их. У них в основном или взрослые, или школьники, и дошкольники. И вот они для дошкольников открыли такую
возможность, сформировали их сообщество, и прям реально из детских садов все воспитатели за них взялись. Сейчас смотрю, у них прям такая активная работа пошла. Что делают эти дети? Они делают открытки на все наши мероприятия. Вот реально, подделки делают на все наши мероприятия. Это вот сейчас вот спасибо медикам. Они огромное количество открыток для больницы разработали. Открытки у Якутской гимназии для медиков всегда. Заказчик сидит. Делают открытки там вот с орнаментами. Да, действительно, они полезны. То есть просто нужно понять вот внутри своего регионального отделения, если вы понимаете, что есть такая потребность, пожалуйста. То есть никто не запрещает. Это и уставом у нас не запрещено. Вы можете развиваться и как лучшие практики у себя запускать такие вещи. Все, да? У нас тайминг. Все, спасибо большое. Так, сейчас у нас площадка другая. Всем привет! Сейчас у нас будет дискуссия по популяризации донорства крови и костного мозга. И сегодня у нас, вы можете уже готовить вопросы по донорству, вы, наверное, все понимаете, что такое донорство, и можете уже спрашивать про татуировки, да, когда потом можно, после каких месяцев. Вы уже можете, сколько миллилитров сдает человек, да, крови, вы уже можете сейчас придумать вопросы, чтобы потом задать. Сейчас у нас сегодня будут федеральный координатор по популяризации кадрового донорства волонтеры-медики Стаский Вячеслав, также заместитель главного врача ГБУ станции переливания крови по организационно-методической работе Абутов Евгений и также заведующая клинической лабораторией ГБУ станции переливания крови Сахарова Валентина. Вот. Кто-нибудь из нас сдавал кровь когда-нибудь? Поднимите руки, пожалуйста. Ага, молодцы. А вы потом повторно еще сдавали? Вот, молодцы. Именно вот есть такое, что вот кадровые доноры должны быть, да, и вам сегодня об этом все расскажут. И я бы хотела дать слово Ставскому Вячеславу. Всем привет. Как меня нормально слышно? Ну, я думаю, что нормально. Вот, у нас... Все нормально слышно и видно, да? Ага, вас видно. У нас в Москве раннее утро. Вот, я тут подключился чуть пораньше, послушал, как там Айшат с Женей вещают. Вот, на самом деле, вначале бы мне хотелось бы сказать не про донорство, мне хотелось бы сказать всем волонтерам, всем ребятам, которые сейчас присутствуют на данном мероприятии, то, что у вас есть замечательный шанс. Вот там спасибо Алене, спасибо Жене за организацию такого замечательного мероприятия. Я в целом, когда программу видел, я был в шоке. Вот Айшат нам вчера прислала, там вот мне, потом сейчас еще с Костей познакомитесь, с федеральным координатором по первой помощи. Я был в шоке от количества спикеров, от того, как, от такой насыщенности площадок. Вот, и вот эта вот ШВМ, которая сейчас у вас проходит, она реально здоровская. Мы со стороны, вот с федеральной, можем посмотреть на какие-то другие, да, школы волонтера-медика, которые проходят в других регионах. Я скажу, что у вас прям уровень максимально высокий, и очень здорово, что у вас есть такая возможность вот участвовать в таком мероприятии. Собственно, теперь о насущном, о моем любимом донорстве. Мы уже недавно встречались с вами, вот, с некоторыми на школе ответственного донора, которая у вас проходила вот недавно, пару месяцев назад. И поэтому я, наверное, не буду как-то вглубляться в нашу там федеральную поездку, федеральную программу волонтеров-медиков по донорству. Поэтому вкратце все знают то, что у нас есть, так скажем, он изначально был грантовым марафоном, «Следуй за мной, я ответственный донор». Но так как сейчас сроки гранта закончились еще в октябре, в ноябре месяце 2020 года, сейчас мы просто продолжили вести также нашу программу федеральную, но немножко, так скажем, на данный момент провели небольшой ребрендинг, мы восстановили наши социальные сети, и сейчас активно ведем их в Инстаграме. Если раньше мы назывались «Следуй за мной», допустим, я ответственный донор, то сейчас мы решили, что очень много слов, как «Следуй за мной», я ответственный донор, пока проговоришь акцию. У нас, кстати, сейчас вот акция уже завершается, завтра будет последний день, будет квиз.
Вот, так что ждем команду от Республики Якутия. Он будет в 18:00 по вашему местному времени, 12:00 по Москве. Вот. И мы решили, что слишком много слов, и когда пишешь даже название акции, ты постоянно говоришь, там, всероссийская донорская акция, следуй за мной, я ответственный донор, приуроченный там, к Национальному дню донора, проходящая в рамках 5-летия волонтеров-медиков. Вот. И поэтому сейчас мы хотим уйти в сторону ответственного донорства. Группу ВКонтакте мы уже давно переименовали, она так называется «Я ответственный донор». Вот, собственно, завтра на площадке ВКонтакте будет проходить квиз. То же самое мы и изменили название и в группе в Инстаграме. Мы везде теперь VM Donors. Вот, максимально кратко, максимально понятно, волонтеры, медики, доноры. Ну и также в рамках вот этого вот небольшого ребрендинга, естественно, мы как-то поменяли цвета, мы взяли пару новых цветов. Понятно, что в основном кровь ассоциируется там с красным цветом, и мы, волонтеры, медики, используем красно-белые цвета, и символ нашего движения именно доноров – это капля, которая у нас сохранилась, которая была разработана в рамках гранта, она такая осталась. Вот. Нашим знаком, нашим логотипом, нашим лицом, так скажем, который уже более-менее потихонечку начинает узнавать по всей России. Вот. И получается, что да, взяли некоторые цвета, допустим, сейчас мы там активно используем бежевый и зеленый цвет, но нужно все равно будет как-то так, на фоне остальных выделяться и в массах использовать не только красный цвет, ну, который, естественно, остается основным. Вот, и, соответственно, также в рамках, ребрендинг подразумевает не только там смену логотипа, добавление там каких-то цветов или полностью цветовой гаммы, он также подразумевает, какую-то идею, да, смена может быть вектора какого-то направления. Сейчас в скором будущем, может быть, в конце этого года, может быть, это уже будет 2022 год, хотим создать большое сообщество волонтеров, медиков, доноров. То есть в каждом регионе вот уже, ребята там на протяжении кого, к примеру, привести. Например, есть доноры ТЮМГУ, Тюменского государственного университета, да, у них есть свое сообщество, они относятся, естественно, к волонтерам-медикам. Потом у кого у нас еще есть сообщество доноры Самары, да, которые тоже волонтеры-медики. И создать в каждом регионе свое небольшое сообщество, которая, и с федеральной стороны, которая объединила бы все эти сообщества. То есть, чтобы у нас был там пул, в 2-3 тысячи на начальном этапе доноров, которые именно кадровые, которые на постоянной основе сдают кровь. Вот. И, то есть, сделать, чтобы «Я ответственный донор» это было, движение сообщества, да, тоже. Внутри волонтеров-медиков. Естественно, в рамках волонтеров-медиков в первую очередь мы, естественно, всегда на наших акциях не забываем, что мы волонтеры-медики. Даже вот футболки, которые пришли к вам, у нас в первую очередь здесь на груди будет всегда написано волонтеры-медики. А уже потом наши капли, сзади вот «Я ответственный донор». Да. Собственно говоря, это вот те изменения, к которым мы пришли в этом году и которые будут очень полезны для дальнейшей, так скажем, стратегии нашего развития. Потому что хочется... Да, мы можем бесконечное количество раз... у нас вообще в целом федеральная повестка состоит из всероссийских донорских акций. Апрельская к Национальному дню донора, вот сейчас, которая заканчивается к Международному дню донора 14 июня. Также у нас будет к акции, приуроченная к Международному дню донора костного мозга, там 18-20 сентября. Потом еще мы проводим акцию всероссийскую донорскую к Дню добровольца в начале декабря. И, соответственно, вот в основном 4 всероссийские акции. Также в этом году мы делали еще по антиковидной плазме, но естественно, что в следующем году вряд ли будет у нас потребность в начале года делать, потому что запасов антиковидной плазмы уже давно достаточно. И в целом, я думаю, что уже там, к январю, к февралю месяца 2022 года у нас очень много людей пройдет вакцинирование, и немножко актуальность антиковидной плазмы, но вот в таком ключе она пропадет. Вот. И, соответственно, чтобы у нас каждый год была динамика, как у направления популяризации кадрового донорства, хочется, чтобы
у нас было очень много людей, которые представляют наши интересы в регионах. Мы составляли большую совокупность и шли дальше, чтобы нас узнавали, ну, как-то с федеральной точки зрения. Мы сейчас очень активно работаем с нашей пресс-службой, и мы продумываем вот следующие механизмы, как выйти в люди, как выйти в массы, как оказать влияние. Очень здорово, очень круто, когда вы проводите донорские акции, вот, которые у вас, ну, проходят в нормальном достаточном количестве. Думаю, сейчас активно будете и популяризационные мероприятия тоже проводить. Вот. И очень здорово, да, когда вы привлекаете СМИ, телевидение ваше местное, вот, даете там где-то интервью, это все очень здорово. Вот так вот потихонечку все вместе мы в скором будущем придем все к тому, что мы везде, наши все региональные СМИ, да, будем охвачивать, нас везде будут видеть, в первую очередь волонтеров, медиков, и я призываю, ну, все остальные направления точно так же взаимодействовать со средствами массовой информации. Да, у нас очень большая такая, скажем, информационная волна воздействия прошла в период пандемии, в первой волны, вот, но и сейчас ситуация до сих пор остается нестабильная, и риск третьей волны, он вполне там реален. Вот на протяжении этой акции мне уже в момент проведения, да, люди, мои координаторы из Бурятии, мои координаторы из Иркутска написали о том, что у нас всех опять посадили на локдаун, третья волна, что делать со всеми мероприятиями. Ну, что делать? Все же знают, что делать, переводить в онлайн, проводить просвет, как-то пытаться воздействовать, ну, партнериться с какими-то другими организациями, чтобы охватывать аудиторию. Ну вот, и, соответственно, в 2022 году мне вот как федеральному координатору хотелось бы, чтобы все регионы, они вышли, ну, на самостоятельную работу. Да, я вот рассказал про федеральную повестку, но региональную повестку никто не отменял. И есть регионы, которые, ну, чуть ли не каждую неделю проводят какие-то мероприятия и просветительские, и на СПК помогают на станциях переливания крови. Вот, и это очень здорово, потому что, ну, воздействовать на население нужно постоянно. Вот, и, тем более, ну вот, касаемо просветительских мероприятий по донорству костного мозга, если, я уверен, что у вас также в Якутии будет очень плодотворно идти работа, и вот когда мы более-менее расчищем, там, скажем, площадку по донорству крови, мы сможем вплотную заниматься донорством костного мозга. А мы сейчас выполняем важную федеральную миссию совместно с Кировским НИИ гематологии. Мы подключаем станции переливания крови и регионы к работе на федеральный регистр доноров костного мозга. Вот. И в скором случае к вам приедут вот, на станцию переливания крови представители Кировского НИИ гематологии. У нас такая трехсторонняя встреча. С одной стороны, у нас представители там главврачи, администрация, менеджеры по пропаганде донорства на станциях переливания крови в регионе. С другой стороны, у нас Кировский НИИ, который дает базу, дает инструкции, как действовать, ну, в том случае, если, ну, появляется человек генетически расположенный к какому-либо пациенту, и он сможет поделиться своим генотипом, своими стволовыми клетками, своим костным мозгом. Вот. И мы, с третьей стороны, как люди, которые готовы приводить население, ну, которое может сдать кровь на тестирование и войти в федеральный регистр доноров костного мозга. Мы очень долго этого ждали. Вот Айшат не даст соврать, что мы каждый период пишем в Министерство здравоохранения, каждый квартал Министерство здравоохранения отчеты по нашей деятельности о донорстве костного мозга, вот, и так далее. Мы часто писали наши предложения, и очень хорошо, что вот сейчас закон, который готовится, так скажем, ну, Государственная Дума уже его приняла, вот, возможно, ну, я думаю, что в этом году он уже точно выйдет, ну, за полгода-то, в принципе, все мероприятия должны пройти о донорстве костного мозга. И мы, как некоммерческая организация, как общественное движение, волонтеры-медики, поучаствовали в его разработке. Вот, я помню замечательный момент весной, как только этот, наверное, закон в Думу подавали, срочно нужна была наша подпись. Вот. И это было уже совсем поздно.
наверное, в 8 вечера. А у нас, что ли, какой-то праздник, там, дирекция, что ли, день рождения у кого-то был. Поэтому там вот Мария Якунчикова задержалась, а меня не было уже в офисе на тот момент. И я пишу быстро: Айшат, нам нужно быстро письмо подписать для закона о донорстве костного мозга. Вот, Айшат, там летит Маша, за 15 минут мы там подписали и прислали вот его как письмо поддержки, так скажем. Как то, что мы все пункты, которые там написаны, мы их полностью поддерживаем и готовы вместе вести со всеми плодотворную деятельность. Вот. И по донорству костного мозга, тем более у вас в регионе, так как у вас уникальная национальность, и, допустим, человеку, вашему однополчанину, реально уже требуется переливание вот этих вот клеток донорских стволовых. И чем больше у вас население войдет в регистр федеральный доноров костного мозга, тем, соответственно, будет лучше вот для таких вот несчастных случаев. И естественно, что мы все с вами помогаем друг другу. Мы волонтеры-медики, и мы должны думать вот и об этом в том числе. И хотелось бы вот 2022 год направить на такие глобальные вещи, чтобы население в каждом регионе, абсолютно в каждом, на то вы и работаете как отделение волонтеров-медиков. И я хочу сказать вам огромное спасибо за все, что вы вообще делаете. Начал со спасибо, закончил тоже спасибо. Это на самом деле то, что мы вам даем как федеральные координаторы, так скажем. Мы вас просим. У нас, кстати, вот и в отделе в целом, и Айшат нам привила такое позиционирование относительно вот федеральной части и региональной. То, что, ребята, вы работаете по инициативе, вы большие молодцы, вы тратите свое свободное время, вы жертвуете чем-то ради нашей цели, нашей миссии как движения. И я в восторге от того, что вы делаете. И спасибо вам большое, то, что каждый раз откликаетесь там на проведение донорских акций. Еще раз повторюсь, школа ответственного донора, которая у вас проходила, она замечательно прошла, это был замечательный уровень. Я тоже был в восторге от спикеров, от того, какое количество дней там она у вас проходила, и там пусть в онлайне, но все равно здорово в современных реалиях, это, конечно же, допустимо и нормально. Вот, это вкратце, как дела обстоят. Да, в принципе, из того, что вот такого вот насущного на сегодняшний день, это вот наши основные новости. Хочу вас призвать к тому, чтобы вы регистрировались на квиз и участвовали завтра. Мы, так скажем, с командой некоторых координаторов популяризации кадрового донорства в своих регионах ее очень активно сейчас готовим. Вот сейчас проведем, так скажем, с вами площадку, поеду в дирекцию, дальше добивать этот квиз. Он будет очень интересный. И мы в этот раз попытались его сделать для того, чтобы был он интересным и для всех остальных, кто, так скажем, не обладает какими-то профессиональными терминами, знаниями в области донорства крови, донорства костного мозга. И, соответственно, потом мы его вам в регион пришлем, и вы можете, допустим, его проводить с какими-то сторонними организациями, с которыми у вас есть партнерка, которых вы проводите просветительскую деятельность. Вот. И я считаю, что это будет тоже очень здорово и полезно для вас. Вот, в принципе, у меня все. Готов потом послушать, может, какие-то вопросы, потом и остальных спикеров. Вот, поэтому я здесь, не отключаюсь. Хорошо, спасибо большое. Сейчас бы я хотела передать слово заместителю главного врача станции переливания крови по организационно-методической работе Абытову Евгению. Добрый день. Добрый день, слышно? Да, вас слышно и видно. Во-первых, дорогие друзья, хочу, во-первых, всех прошедшим праздником, замечательным днем, это Всемирным медицинским днем донора, хочу поздравить. И, соответственно, да, волонтерское движение для нас это самая важная тема. И на сегодняшний день, как бы ни говорили, но все равно
волонтерское движение – это первых и самых главных движений, ну, в частности, в нашем деле. Ну, если так взять донорство, то как с нашей стороны это насущный вопрос. Получается, что самое главное, это чтобы у нас были регулярные доноры. То есть люди на постоянной основе сдающие кровь, и, соответственно, это и донорское движение, и гарантия того, что в нужный момент пациент будет обеспечен необходимым объемом компонента донорской крови. Поэтому сейчас приоритетных учреждений для службы крови вопросов ключевой, можно сказать, это стопроцентное обеспечение безопасности и на донора, и на реципиента, то есть тому, кто нуждается в этой крови. И сегодняшний день, да, не будем скрывать, и, как говорится, мир идет семимильными шагами, развитие идет, но сейчас в мире еще кровь искусственную еще никто не создал. Соответственно, только донор может спасти человека. И все это мы прекрасно понимаем. И да, в некоторых моментах, не всегда же в местах кто-то информацию, да, недополучает, но эра информатизации, да, действительно люди очень много знают, но на самом деле есть подводные камни, это и касается и в донорстве крови и так далее. Ну, тут уже, да, самые у нас медики-волонтеры, это в первую очередь. Они вот разъясняют, они, соответственно, не каждому же врачу-трансфузиологу попасть, и у каждого есть раздельные вопросы. Ну вот, поэтому в нашем деле донорство, волонтеры – это в первую очередь. Так как мы с этим уже начинаем, возможность получаем контролировать состояние здоровья потенциального донора, ну и, естественно, держать как бы в контакте и действующими донорами. Ну вот, и очень хорошо вот показал период пандемии, вот, COVID-19, когда все на дистанционно, все социальную дистанцию, противоэпидемические мероприятия проводятся. Ну вот, мы наглядно сами, и не только мы, но и по всей России, наверное, уже почувствовали, как первое время даже нехватка крови компонента было даже в таких городах, как Москве. Хорошо, что они, у них есть свой банк большой крови замороженный, оттуда они вышли как бы из ситуации. Но в нашем случае у нас банк замороженной крови так таковых, это имеется плазма, а вот красная кровь, то есть эритроцитная масса, эритроцитные извеси, они у нас таких обширных больших банков нету. Соответственно, мы вышли из ситуации только вот с помощью наших волонтеров, с помощью наших доноров. Ну и также сейчас первый вопрос – это безопасность. Соответственно, народ уже смотрит, уже все читают, и те, которые хотят быть донором, уже непосредственно они уже заботятся о здоровье, анализы, ну и так далее. Раньше даже люди не знали, как перед процедурой подойти, что сделать, что взять, ну и, соответственно, был какое-то недопонимание, боязнь, можно сказать, а сейчас так таковых уже нету. Ну и со стороны медицинского персонала учреждений взять, то уже мы сами даже видим, что сейчас даже новые доноры, первичные доноры, которые идут, они уже полноценно информированные приходят. Если что, спрашиваешь, откуда у вас это да, откуда вы знаете,
они уже полноценно, полностью отвечают, что где-то, когда-то, что-то. Раньше было только понятие такое, родственный донор, то есть если человеку понадобилось, мы там через больницы только тогда через родственников говорили. А сейчас уже мы буквально отходим от такого понятия родственного донора. Сейчас уже у нас более поддерживаемся регулярного донорства и, соответственно, мы поддерживаем доноров, которые уже сознательно идут к нам. У тех уже уверенность есть на завтрашний день, что да, действительно этот донор сегодня пришел и вернется в следующий раз. Вот. Также сейчас уже полноценно, как бы я не буду, но полноценно уже рекомендации служб крови, станции переливания крови, наши доноры уже ну, как бы и принимают, и переносят уже свободно, то есть без нареканий, без как бы других последствий. Соответственно, сейчас, да, вот большая работа идет, мы сразу чувствуем, видим, да, вот есть направление костного мозга, типирования, но здесь это только по России, только начинается. Если мы даже такими европейскими странами сравнить, то если в Германии взять там 50 миллионов практически потенциальных доноров, то у нас он числится только там примерно 5000. Соответственно, вот эта работа только начинается, ну и мы на стороне не стоим, как говорится, короткими шагами, но уверенно идем вперед. Ну, дальнейших всем донорам спасибо. Как говорится, вы бойцы невидимого фронта, вы герои. И со станции, если от лично меня, я хочу вам выразить благодарность большую. Вы действительно отвечаете по параметрам донора. Спасибо. Спасибо большое. Сейчас я хотела передать слово заведующей клинической лаборатории станции переливания крови Захаровой Валентине. Захарова. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас видно и слышно. Я здесь. Ага. Ну, будущих медицинских работников, волонтеры-медики, получается, будущие медицинские работники, да, всех поздравляю с наступающим Днем медицинского работника. И сегодня здесь, получается, собрались доноры, да, крови, и я хочу остановиться на донорстве костного мозга. Так, я сейчас... Кому вообще нужна донорская клетка костного мозга, да? В республике вот у нас только-только начинается это все движение создания регистра и регистра доноров костного мозга, и по России было постановление в конце 2020 года, постановление правительства, и поэтому вот это вот донорство костного мозга только начинает у нас набирать обороты. Благодаря волонтерам-медикам хотим тоже их поблагодарить за помощь. Мы сейчас начинаем набор желающих стать донорами костного мозга. Кому нужна донорская клетка? В республике у нас ежегодно растет заболеваемость злокачественными новообразованиями органов кроветворения. В первую очередь, конечно, это лейкозы, острые и хронические, и апластическая анемия. Если вот
по результатам лечения консервативного и химиотерапии не идет ремиссии, то есть да, ребенок или взрослый не выздоравливает, то последним шансом на выздоровление остается пересадка костного мозга. И чтобы у нас хотя бы спасти одну человеческую жизнь, да, дать кому-то шанс на выздоровление, это вот нам нужен большой очень регистр, около 5-10 тысяч. Вот здесь было сказано, да, что наш регион является таким интересным, потому что у нас свой генотип этнический, да, якутов больше, и, соответственно, среди своего населения найти донора будет как бы легче. Поэтому нам нужно побольше собрать как бы доноров костного мозга. Зачем нужна пересадка? Она показана, вот, как я сказала, да, людям со злокачественными новообразованиями, болезнями крови, врожденным иммунодефицитом и другими серьезными патологиями. Что такое регистр доноров костного мозга? Это база данных людей, которые сдали кровь на прототипирование по HLA. HLA – это лейкоцитарные антигены, которые вот позволяют организму распознать инородные клетки и выработать иммунитет. Кто может стать донором? Это любой гражданин России от 18 до 45 лет, весом более 50 килограмм, не имеющий противопоказаний. Противопоказаниями являются это инфекции, конечно, гепатиты, Б и С, туберкулез, ну и, конечно, опухолевые заболевания. Так, донор, ну если уже человек решил стать донором, да, для этого ему нужно сдать около 10 мл крови в пробирку на типирование в медицинском учреждении. Он подписывает соглашение о вступлении в регистр костного мозга, анкету добровольного согласия. И то есть он уже как бы морально должен быть готов к тому, что когда-нибудь его донорские клетки подойдут к какому-нибудь больному. То есть когда вот человек сдает кровь, вот эта кровь, как у донора крови, обследуется на гепатиты и инфекции, да, и, соответственно, потом его данные хранятся в регистре. Вот. Ну, существует два способа, да, сдачи клеток костного мозга. Это из тазовой кости и из вены. Но в настоящий момент как бы технологии развиваются, и из вены, сдача из вены становится приоритетным. То есть у донора берут кровь из вены и пропускается через аппарат, где вот происходит накопление стволовых клеток, и его кровь обратно возвращают через вену. Но это уже как бы после того, как его, получается, генотип совпадет с генотипом больного. Ну вот, если вкратце, то вот как-то так. Спасибо большое за рассказ про донорство костного мозга. Это очень интересная тема для ребят. Может, кто-нибудь захочет стать донором костного мозга. Это очень важно. Можете войти в регистр, да? И я бы хотела поблагодарить станцию проливания крови, что вы с нами всегда сотрудничаете, идете навстречу. Огромная благодарность за наши вот, да, акции совместные. И вот, ребята, может, у людей есть какие-нибудь вопросы по донорству? Да, вопрос? Здравствуйте. Я вот впервые хочу стать донором и хочу узнать, что для этого нужно и когда лучше это сделать. Я отвечу, да?
Да, во-первых, должны иметь желание. Это уже есть. Соответственно, если у вас исполнилось 18 лет, и самое главное, у вас вес не менее 50 килограмм, то, пожалуйста, приходите. Мы вас всегда ждем, паспортом и ФЛГ. Соответственно, если вы первый день боитесь, то можете консультироваться с врачом, прийти, посидеть, у нас никто не выгоняет, посмотреть, как эта процедура происходит. Ну и если у вас уже, как говорится, сознание созрело, что вы хотите стать донором, то вас допустят донации. Ну, соответственно, первый раз никто у вас там все как в ужасе говорят, целую банку крови никто не возьмет, да, там 350 миллилитров возьмем, ну и все анализы. Спасибо большое за ответ. Ага, может, у кого-нибудь еще есть вопросы по донорству? У меня есть вопрос. Например, при нанесении татуировки после скольких месяцев можно сдать кровь? Ну и сейчас татуировка, это, если свежая татуировка, то месяц пройдет, то уже человек допускается. Хорошо, спасибо. Еще у кого-нибудь есть вопросы? Ага, вопросов нет. Спасибо большое вам за информацию о донорстве костного мозга и крови. Надеюсь, донорами сможет стать каждый. Можете подойти в станцию переливания крови, пройти анализы, да. Также можете узнать, может, у кого-нибудь есть анемия, излечиться от анемии, потом сдать кровь, да. Может, какие-нибудь есть... Всех ждем. Всех ждем. Станция переливания крови всегда очень рада донорам, всегда вас радостно примет. Спасибо большое вам за лекцию. И встретимся еще на будущих форумах. Спасибо вам большое. Спасибо. Ой, сейчас у нас будет перерыв 10 минут. Можете отдохнуть, потом будет мастер-класс по первой помощи. Будет это очень интересно, никуда не уходите.